повестке дня очередного заседания городского собрания столицы 5 вопросов, из которых главный – отчет об исполнении бюджета города за 2022 год. Председатель комиссии по бюджету, налогам, финансам, экономике и прогнозированию Давид Чхиидзе отметил, что благодаря увеличению доходной части бюджета было реализовано множество полезных городских программ. Хотелось бы отметить, что реализовано множество проектов городских, направленных на улучшение качества жизни людей. Благодаря тому, что у нас было увеличение доходной части на 400 миллионов рублей. А комиссия рекомендует, конечно, принимать отчет по исполнению бюджета 2022 года. По доходной части городской бюджет за 2022 год выполнен на 111%. Плановые показатели выполнены по всем видам налогов. По всем также нашим распорядителям бюджетных средств, их 20 у нас подразделений в городе, процент выполнен. Итого получилось на 65 миллионов больше мы собрали, чем потратили, так сказать. 65 миллионов над расходами, да. В итоге отчет об исполнении городского бюджета за 2022 год был принят большинством голосов. В заседании принял участие мэр Сухума Беслан Эшба, который обсудил с депутатами возможность пересмотра некоторых тарифов, в том числе тарифов ЖКХ. Предприятие приходится содержать все сложнее и сложнее. Все больше денег они тянут из городского бюджета. Для того, чтобы немножко подправить, не немножко, я даже не скажу существенно, приличным образом подправить состояние дел автобусного парка, троллейбусного управления, МУПа благоустройства, который занимается сбором и вывозом мусора, и обслуживанием парков, скверов, садов и так далее. Поэтому я как-то до этого озвучил, попробовать пересмотреть тарифы по линии ЖКХ, в том числе, разумеется, это водопровод, канализация и так далее. Также Беслан Эшба отметил, что на данный момент необходимо обсудить и проблему вывоза и утилизации мусора. На этой встрече, о которой я напомнил, мы говорили как-то о тарифном регулировании оплаты за вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов. Мы последнюю неделю, учитывая, что нас ожидает тарифный вопрос на заседании городского собрания, еще раз убедились в правильности своих подсчетов, в объеме мусора, который вообще скапливается в городе Сухум. Цифры, они очень такие серьезные, еще и в преддверии открытия полигона в Гулиевском районе. При рассмотрении вопроса данного я хотел бы, чтобы представители городского собрания и тарифов, которые мы хотим предложить, а это напрямую привязано к объемам, которые у нас есть, сами воочию посмотрели, с чем мы имеем дело. Затем депутаты обсудили организацию одностороннего движения на участке дороги по улице Фазиля Искандера между улицей Воронова и улицей Абазинской, то есть участка дороги у 3-й школы. Как отметил председатель СГС Дмитрий Осия, этот вопрос обсуждается давно, но сейчас к собранию обратился родительский комитет школы с просьбой обеспечить детям безопасность при пересечении дороги. Хочется обратить внимание, что там, в принципе, кроме обычной школы, еще и вспомогательная школа. Там люди учатся часто с ограниченными возможностями тоже. И потому как-то хочется сделать для них приезд в школу максимально комфортным. На заседание была приглашена представитель родительского комитета 3-й школы. Во время школьного процесса происходят постоянные столпотворения, пробки. У нас уже были случаи ДТП, когда дети, перебегая через дорогу, попадают под машины. Одним словом, мы решили, что необходимы какие-то проактивные действия. Часть жителей улицы выступают против организации одностороннего движения, отмечая, что подобные меры только ухудшат ситуацию на дороге и усложнят жизнь автомобилистам, наоборот, спровоцировав аварийные ситуации. Мэр города отметил, что необходимо найти наиболее оптимальный выход из ситуации. Масса людей, которые против того, чтобы там делать одностороннее движение. Мы думаем таким путем пойти, сделать там соответствующую разметку с одной стороны, не со стороны школы, а любая остановка или парковка со стороны школы полностью запрещена. Вот таким образом, наверное, будем действовать. Остановка возможна, но стоянка запрещена. Депутаты приняли решение перенести обсуждение данного вопроса, чтобы лучше изучить ситуацию.
Также депутаты городского собрания единогласно проголосовали за назначение Автандила Аджинджал, директора Департамента экономики и транспорта администрации города Сухум. Рада Чачава, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.